маленькую выставку, ну, для прихода гостей показать, вот что разрабатываем, относящиеся к молочному производству. Основное у нас это, конечно, молочное коневодство, то, что мы разработали закваски. И вот это тоже наш сорок, якутский йогурт. Это уже из молока, из восстановленного молока мы сделали сегодня ормолзавода. Вот. А это вот у нас препараты, которые уже утвержденные, российские. Это, ну, конечно, такие препараты нужны для органического производства. И вот это лактобактерии, которые мы выделили именно из якутского хумуса. Профилактика ковида. Профилактика ковида очень все. Отлично, спасибо. Спасибо. Вот это она сильно отличает от совершенно. Да, мы изучили же его микробиоту, и наш отличается по воспалителям. За здоровье. Молочные истории из закваски. Ларина, да, хорошо бы нам обидать. Вот закваски нашего Ларина, да, культура, они тоже у нас в коллекции, с ним в том Капличевского работали. Очень мы были в Татарстане, там заказывают уже хумус якутский, сказали, у нас не такой. Нужны якутский хумус. Мы сейчас передаем нашему министерству сельского хозяйства, чтобы они производили. спасибо. Спасибо большое. Дайте еще одну, я передам вам. А 40 тоже на кобыле молоке? 40 тоже на кобыле? Нет. 40 давайте попробуйте попробовать. 40 тоже есть закваски. До сих пор не имеет закваски, а мы Я продаем. передам ваши контакты, если я оставлю обязательно Надежду. Замолочную продукцию без запажи. Это вот на сегодня. По коневодству, по корму, А на чем мы работаем? Ну, мы только А мы же начали работать, разрабатываем сами. и дрожжи выделили. Вот мы же в магазине продаем. Надо к вам отдельно просто приехать, и надо вот это убедиться. Потому что закваски нету. Чуть-чуть потребовали, в конце декабря мы будем закваски. Подарок столицы. Сергей Валерьевна, 40 сделали на заводе молока, на стерилизованном молоке, да? И вот вы просто заквасили, бачите, попробовали вы наш 40, очень вкусно. А это что? Это называется якутский йогурт. Немножко дайте. Город это национальный который На пастеризованном молоке? На стерильном молоке вот из горного завода вы вот сделали, вот, ну попробуйте. А хумус на пастеризованном Нет, или? он не пастеризован, потому что он сворачивается. Для него важны закваски, чтобы они были сильные антагонисты для хумуса. Он без сахара, без ничего. Это без ничего, как вкус его. Это мягкий, Очень приятный, мягкий. очень вкусный. Да. Из него Очень прямо нежный, соус да. можно такое делать, это самое. Давайте совместно Работать. с вами свяжемся. Я просто без визитки, к сожалению. Я могу... О, спасибо. Тогда я вам отправлю электронно. Да, в Лужебурге, так что нам, если попадет, и вместе работаем. Тогда я одну возьму, а сейчас мы вам все электронно мои визитки. Мы вот хотим, знаете, это же баксовый субтитрис на нем, да, он получается у нас как засоритель молока, да, а вот эти вот все, скажем, в Восточной Азии все применяют эти баксовые субтитрис. Мы хотим создать лечебно-профилактический продукт. Я с удовольствием вас свяжу с вашими микробиологами. Я думаю, вы найдете вообще много интересного. Спасибо, очень вкусно. Мы проводили День детского гумусопития. И да, вот ваши коллеги Санэпиднадзора, там Асин Сергеевич звонит, мне через 2 дня большое мероприятие, а они звонят и говорят, Асин Сергеевич мне звонит, 11:30, и мне говорят, представляешь, твою да, Асин Сергеевич, кто рассказал, Роспотребнадзор, кисломолочным не может быть сначала. И вот те спасатели, которые мы тогда сделали, мы как раз тогда сделали анализы, а получилось прекрасный хумус получился. И мы 9990 человек, мы мимо раза Напоить. да. У вас на нашей земле, да, земле
Олампо 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров, да? Большая территория. Это все равно как Казахстан. 2 миллиона 900 тысяч и плюс Московская область. Получается Якутия. 1/5 России. И вот если вы не приехали в Якутию, то 1/5 России вне вас была. Или вы вне ее. Поэтому, посетив 1/5 России, вы будете чувствовать себя уже полностью всю Россию посетившим. Может еще Красноярск остался, тоже большой регион. Ну и другие. Но здесь, в Якутии, очень холодно, вы знаете, да? Холодно. Сейчас здесь, тепло. Да, мамонтовидные животные есть, такие как якутская лошадь. Даже у нас есть легенда, когда мамонт умирал, на дух холода, честно, он взял и переселил дух мамонта в якутскую лошадь. И вот она получилась мамонтовидная лошадь, которая не замерзает при минус 70 градусов. И когда вы поедаете мясо якутской лошади, да, или кумыс пьете якутской лошади, или всю продукты, то вы становитесь как бы частичкой мамонта. Значит, вы не замерзаете, у вас уже переходит все, что от древнего. И ну, это и научно можно сказать, что научная часть его, что ферменты, которые есть в якутской лошади, мы потребляем, мы самые адаптированные морозом населения. Для нас морозы это радость, это жизнь. Мороз это холод, это наше главное богатство. Холод это наше развитие, это наше будущее. Представьте себе, что холода нет. Все здесь вечно нарастает. Не то, что Якутии и Арктики не будет. Будет большой океан, да? Поэтому холод это наше самое главное, самое дорогое. Это холод. Все, что произрастает здесь, все, что здесь происходит, это все вокруг холода. Поэтому я свою жизнь посвятил холоду, кандидатской диссертации, докторской диссертации, у меня все посвящено холоду. Все мы работаем в холоде. Вот Евгений Петрович не устроен. Он имеет несколько вакцин. Если у нас медики, да, ни одной вакцины пока еще не получили, мы имеем 3 вакцины. Мы лечим животных. Вакцины получить наши условия, еще его производство запустить, и пробиотики есть и так далее. У нас есть институт, наш вывел породы, лошадей, породы, типы, много сортов растений, морозостойких сортов, пшеницы. И мировой рекорд, если меня откройте в большую советскую энциклопедию на букву Я, в 1936 году мировой рекорд ячменя вывел Каппагара в Вилюйском Лусе, где Чернышевский ссылку проходил. Он получил мировой рекорд ячменя 106 центнеров. Это 1936 год. Иосиф Виссарионович Сталин, Лаврентий Павлович Берия. И можно было соврать? Нет. И этого человека Тухачевский взял себе советником и по всей стране ездили. Якутии какой урожай? Давайте вы тоже получаете урожай. Сейчас Ставрополь получает 50 центнеров с гектара и грудь стучат. Тогда в 1936 году с 1 гектара 106 центнеров ячменя получают. Так что Якутия это большой потенциал. Здесь все можно сделать, если научно обосновать, если люди будут трудиться, если поддержать наше население. Поэтому вы приехали как меценаты. Светило науки, научные наши приехали, академики. Вот. Приехали к нам люди-бизнесмены приехали. Это люди, которые в научном деле очень много в России делают. А всех нас объединила Людмила Валерьевна. Она многие наши интересы такие она заслушивает, и после этого сама экспертирует, себя проводит, и что поддержать. Поэтому мы вот сегодня собрались, благодаря Людмиле Валерьевне. Мы, наверное, это очень нужное дело, развивать молочное дело. Якутский скот, если посмотреть, он очень древний скот, якутская корова. Но посмотрите экстерьер якутской лошади. Вот якутская корова, да, айширскую породу и якутскую или галштинную, сравните, да, внимательно посмотрите, по форме они одинаковые. Если якутская корова в наших
в таких страшных условиях, а для нас прекрасно, да? Таких зимних, таких всех, стойловый период такой, 9 месяцев, да? И в малоискудном кормлении дает столько молока, с такой жирностью, с таким белком. Вы представляете, если на одну массу ее, да, оценить, сколько она продукции дает, как она обгоняет мышечную. Значит, генетический потенциал, какой там мощный заложен, перерабатывать скудную, а тут сам, если белок будем давать, силность, там все корма, комбикорма, она такую отдачу дает. Поэтому использовать вот эти генетические потенциалы якутской коровы, молочности, жирности, белковости и так далее, и так далее. Вот это наше богатство России, что у нас такой мощный генетический потенциал, интенсивно перерабатывать ее в молочную продукцию. А может это детское питание, а может это питание космонавтов, а может это питание подводников. Хорошо, что вы к нам приехали. И вот сегодня на короткое время мы будем обсуждать, какие проблемы. Я коротко скажу проблемы. У нас кормовая база слабая. Первое, да, кормовая база у нас слабая. Надо работать. Но при советской власти кормовую базу мы могли обеспечить для того, чтобы 5101 корову обеспечивали. Механизация, автоматизация, электрификация, все было, а сейчас нету. Так, двухпольный севооборот у нас, это тоже затраты. Вот пашни, наверное, 80% пашин у нас законсервированы на хорошее время. Ага. Мы их можем быстро поднять тоже. И, конечно, и кадры тоже. Затем процесс получения самого молока, переработка и так далее, и так далее, и так далее. То, что нам надо это все перенять. И в этом вопросе, наверное, сегодня разговор будет. Да? Ну, наверное, я все время не... Как-то, если буду говорить, время закончится и разойдемся. Поэтому, наверное, я слово предоставлю Валерию, да? Николаевич, даже не хочется вас прерывать, потому что вы уже прямо такой широкий спектр вопросов в своем коротком выступлении охватили. Да? И на самом деле очень хочется уже прямо мягко войти как бы в тему разговора, то, что волнует нашу проектную команду, наших гостей. Но я лишь хочу поприветствовать сотрудников Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства и поздравить их с нашим 100-летним юбилеем, и также представить гостей, которые сегодня присутствуют в вашем зале. Присутствуют два академика Российской академии наук, ваши коллеги. Я с удовольствием представляю Арама Генриховича Галстяна, директора Института научно-исследовательского института молочной промышленности, и его советника, академика Российской академии наук Андрея Николаевича Петрова. Вот. Также с нами сегодня работают директор Национального союза производителей молока Белов Артем Сергеевич и директор и владелец ООО «Белогривка» Гитиев Ильяс Абухамидович. Вот. Ильяс Абухамидович занимается проектом реализации цифровой молочной фермы в Татарстане на территории опережающего социально-экономического развития Татарстана. И, собственно говоря, мы здесь собрались как раз по данному проекту. Мы очень хотим интегрировать такой проект здесь у нас на территории республики. Поэтому собрали таких экспертов высокого уровня и вас, дорогие наши ученые, чтобы мы вместе сегодня обсудили и проблемные вопросы, но любая проблема, мы знаем, что это возможности. Я предлагаю сегодня говорить больше о возможностях, что мы можем и что мы должны сделать для того, чтобы реализовать проект цифровой молочной фермы у нас на территории. Это и кормовая база, это и семенная база, и племенное дело, и до генетики мы можем дойти. Вот, пожалуйста, вам слово, уважаемые эксперты и специалисты. Как мы построим работу, да? Наши привезли, и у нас не получилось. Также в ряде мест тоже, там кое-где что-то получилось, где-то нет. И если мы племенных животных привезем
нашим условиям, то надо создать такие условия. А у нас таких условий практически создать невозможно. Тех животных, поэтому нам надо ориентироваться, мне кажется, самый дальний Красноярский край. Это молочное поголовье, Ирмень. Знаете, Ирмень? Да, Новосибирск, да, Ирмень, да. Ну, и в Красноярском крае есть. А вот с ними и у нас есть поголовье Симментальской породы, Холмогорской чернопёстой породы. Есть у нас, который генетический потенциал может надоить с одной коровы от 3 до 5 тысяч миль. Может надоить, точно. Но у нас рентабельно можно, если начинать с 6 тысяч. Вот как я в нашем исследовании, если 6 тысяч с одной коровы надаивать, то можно работать рентабельно. Но поголовье тоже должно быть не ниже 5 часов. Самое а может это питание космонавтов, а может это питание подводников. Хорошо, что вы к нам приехали. И вот сегодня мы в короткое время мы будем обсуждать, какие проблемы. Я коротко скажу проблем. У нас кормовая база слабая, во-первых. Первое, да, кормовая база у нас слабая. Надо работать. Но при советской власти кормовую базу мы могли обеспечить для того, чтобы 5000 с одной коровы надаивать. Обеспечивали. Механизация, автоматизация, электрификация. Все было. А сейчас нету. Так, двухпольный севооборот у нас. Это тоже затраты. Вот пашни, наверное, 80% пашин у нас законсервированы до хороших времен. Ага. Мы их можем быстро поднять тоже. И, конечно, и кадры тоже. Кадры. Затем процесс получения самого молока, переработка и так далее, и так далее, и так далее. То, что нам надо это все перенять. И в этом вопросе, наверное, сегодня разговоры будут, да? Ну, наверное, я все время как-то, если буду говорить, время закончится и разойдемся. Поэтому, наверное, я слово предоставлю Людмиле Валерьевне, да? Коротко, да? А потом мы... Николай, даже не хочется вас прерывать, потому что вы уже прямо такой широкий спектр вопросов в своем коротком выступлении охватили. Да? Спасибо. И на самом деле очень хочется уже прямо мягко войти как бы в тему разговора, то, что волнует нашу проектную команду, наших гостей. Но я лишь хочу поприветствовать сотрудников Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства и поздравить их с нашим 100-летним юбилеем, и также представить гостей, которые сегодня присутствуют в вашем зале. Присутствуют 2 академика Российской академии наук, ваши коллеги. Я с удовольствием представляю Арама Генриховича Галстяна, директора института, научно-исследовательского института молочной промышленности, и его советника, академика Российской академии наук Андрея Николаевича Петрова. Вот. Также с нами сегодня работают директор Национального союза производителей молока Белов Артем Сергеевич и директор и владелец ООО «Белогривка» Гитиев Ильяс Абухамидович. Вот. Ильяс Абухамидович занимается проектом реализации цифровой молочной фермы в Татарстане на территории опережающего социально-экономического развития Татарстана. И, собственно говоря, мы здесь собрались как раз по данному проекту. Мы очень хотим интегрировать такой проект здесь у нас на территории республики. Поэтому собрали таких экспертов высокого уровня и вас, дорогие наши ученые, чтобы мы вместе сегодня обсудили и проблемные вопросы, но любая проблема, мы знаем, что это возможности. Я предлагаю сегодня говорить больше о возможностях, что мы можем и что мы должны сделать для того, чтобы реализовать проект цифровой молочной фермы у нас на территории. Это и кормовая база, это и семенная база, и племенное дело, и до генетики мы можем дойти. Вот, пожалуйста, вам слово, уважаемые эксперты и специалисты. Так, да, как мы построим работу, да, в наших условиях? Ну, в наших условиях,
конечно, мы пробовали, да, в Якутии по молочке, да, заниматься. Конечно, эти проекты у нас не очень удачные были. Мы в Мадуте, это отсюда в Намском улусе, племенных животных привезли, и у нас не получилось. Также в ряде мест тоже, но там кое-где что-то получилось, где-то нет. И если мы племенных животных привезем к нашим условиям, то надо создать им такие условия. А у нас таких условий практически создать невозможно будет. Тех животных, поэтому нам надо ориентироваться, мне кажется, самый дальний Красноярский край. Это молочное поголовье Ирмень. Знаете, наверное, Ирмень? Да, Новосибирскую область. Да, Ирмень, да. Ну, и в Красноярском крае есть. Ага. Вот с ними. И у нас есть поголовье сементальской породы, холмогорской чернопестрой породы. Да? Есть у нас, который генетический потенциал может надоить с одной коровы от 3 до 5 тысяч. Мы можем надоить. То, что у нас есть. Но у нас рентабельно можно, если начинать 6 тысяч. Вот как я нашим исследованиям, если 6 тысяч с одной коровы надаивать, то можно работать рентабельно. Но поголовье тоже должно быть не ниже 500-600 голов. Вот самое маленькое. Вот в этих пределах работы. Вот такие у нас есть результаты экономических наших выкладки, да? Поэтому у вас какие предложения есть, да? Ну, наши условия не надо нам никак сравнивать с Татарстаном, с Башкирией. У нас очень климатические условия. Вот минус 30, минус 40 на несколько дней, там, на неделю может вытерпеть. А когда минус 50 стоит почти месяц, никакой механизм не выдержит. Понимаете? Этот ТСН станет, навозоуборочный, водопровод замерзнуть может. Риск. И представьте себе, молочная корова один день не будет пить воды. Что с ней будет? Вот. А может 2 дня может случиться такое. Вот такие вот риски есть, да, риски такие вот. Ага. Но мы от этого никуда не... А чтобы этого не было, то такой вот цифровой, вот как мы сказали, да, то это многозатратный проект для Арктики. Если запланировать, что мы будем осваивать дальше Арктику, то тогда он должен быть крытый какой-то. Представляете? Мы здесь разрабатываем проект, да, что крытые посевные площади. Значит, Тикси можно посевные площади укрыть и менее какими-то тракторами, техниками травосмеси сеять, пшеницу можно сеять и так далее. Ну, образно говорю, да. Мы здесь экспериментировали, 4 урожая в закрытом грунте получили этих кормовых. 4 урожая в закрытом грунте. 4 урожая. Мне говорят, а почему огурцы не едят? А огурцы-то коровы не едят. Молоко-то не дадут. Надо выращивать корм, силосные культуры, сенажные культуры и другие. А какова была себестоимость? Да, без жома тоже никак мы подсолнечника не обходимся. Вот, ну, составляющие. И опять же, тогда, если мы идем, и вот то, что вы сейчас сегодня прозвучало, да, цифровая ферма такая, да, то тогда кормовая база и цифровая ферма, вот это, да, они должны быть крытыми. Большая площадь, как под куполом. Мы же в дальнейшем хотим Арктику осваивать полностью. Мы хотим еще осваивать куда? Океанию хотим, еще на Луну хотим. Ну вот с Якутии надо начинать-то вот с холода. Африку тоже. Вот, да. Мы хотим локализовать 2 фермы по обе стороны нашей великой могучей реки. Одну ферму мы хотим поставить вот на этой территории, рядом с городом Якутском, возможно, где-то в районе Тулагина-Кильдямцев. Да? А вторую ферму мы хотим поставить в Мегино-Кангаласском улусе. Мы вчера там были, смотрели фермы, реализованные в Чуе и в Павловске. Вот нам местный муниципалитет предлагает 2 локации, мы сейчас как бы будем смотреть и выбирать. Все зависит
зависит от того, что, как правильно вы заметили, зависит от того, где мы найдем решение по кормовой базе. И здесь пока мы к единому мнению не пришли, потому что эксперты нам говорят о том, что пока мы здесь будем решать этот вопрос кормовой базой, да, мы можем просто по времени опоздать, и, конечно, нам нужны партнеры, чтобы организовать поставку с других регионов России. Вместе с тем у нас прямо есть горячее желание делать это все-таки у себя дома. Понятно, что это сложно, это дорого, но все равно к этому нужно идти, потому что вопросы продовольственной безопасности никто сегодня с повестки не снимает. Да, нам одновременно нужно быстрее реализовать эти проекты ферм, и поэтому, конечно, на первых порах, очевидно, мы будем пользоваться кормовой базой наших партнеров, которых мы как бы определим, я надеюсь, да, но вместе с тем одновременно обрабатывать и готовить наши пашни, тем более, что вот вы сейчас сказали там про 36-й год, и что у нас будет такие высокие урожаи, значит, это возможно, и тем более в условиях, как мне кажется, потепления климата, да, и в нашем регионе это очень даже сильно чувствуется, мне кажется, что это тоже как бы возможно. Вот, поэтому я предлагаю вот предметно, да, 2 локации у нас, как мы будем решать все сопутствующие вопросы. Ну, может быть, экспертам мы предоставим слово. Конечно. Да, давайте мы Михаилу Петровичу дадим слово. Это у нас самый знаменитый доктор. Мы хотели бы послушать наших гостей. Расскажи свою. Как раз вот их интересует кумыс наш. Так, ну, по молочной ферме у нас были попытки создания около города Якутска. Ну, это все прекрасно более старшего возраста знают. Был у нас комплекс, вот который вы говорите, Тулагина-Кильдямцев, Мархинский комплекс. Остатки этого комплекса еще да, есть. Ну, это, конечно, на основе этого комплекса никакой цифровой молочной фермы не построить. Это надо заново все. Это будет затратный механизм. Ну, самое главное, тут, наверное, должны быть не только здания этого молочной фермы, не только кормовая база, но, наверное, должны быть скот молочный. Тоже у нас были и австрийские телки были на Амском улусе. Мы их всех почти свели на нет, не смогли никак. Тоже было построено на большие суммы денег коровник со всей механизацией, но ничего у нас не получилось. Наша наука очень плотно работала с этими австрийскими телками, но приняли решение потом, потому что очень было затратно. Себестоимость очень высокая. А в чем причина? Причина – себестоимость. Надо отоплять помещение, первое. Второе – это кормовая база, которую мы никак не можем даже для наших доморощенных скота, холмогорского и сементальского, и в том числе якутского скота, обеспеченность кормами составляет всего-то 60-70%. Больше не можем никак. Петр Семенович прекрасно знает, как Минсельхоз каждый год заготавливает сколько процентов и сколько обеспеченность кормами. Наш институт тоже в этой проблеме работаем до сих пор и по кормопроизводству. Но наши разработки не реализуются нашим Министерством сельского хозяйства. Не реализуются? Да, Министерство сельского хозяйства очень далек от нашей науки. Я видите, я человек пожилой. То есть вы в этом видите проблему? Я в науке работаю всю жизнь. 1976 года прошлого столетия. 51 год. Да. И пока еще я не видел
В советское время, конечно, были наши достижения. Ну, мы отмечаем столетие, отметили удой коров, получение переплода были очень хорошие. Но вот в связи с этим и перестройкой, и переходом на личные отношения мы это дело свернули. И надежды достичь тех результатов, которые были в 90-х годах в нашей республике по сельскому хозяйству, в далеком будущем я не вижу. Перспектив не видите? В ближайшем нет. В ближайшем. В ближайшем будущем? Да, в ближайшем будущем, ну, лет 10 не достигнем. И по голове крупного рогатого скота 400 тысяч голов было, а сейчас, сколько вы прекрасно знаете, по голове северных оленей 300 тысяч было, сейчас сколько, 160 тысяч. Крупного и лошадей, ну, всех видов животных. Столько животных вы за 10 лет, ну, вы люди, я вижу, близкие к животноводству, будет очень трудно. Если мы не завезем высокопродуктивных животных с других регионов и не создадим соответствующие условия содержания и, самое главное, кормовую базу. И третья большая проблема – это адаптация этих животных к нашему климату. А с адаптацией связано это болезни, это вирусные болезни в первую очередь, потому что мы завезли с культурным скотом в Якутскую республику все вирусные болезни, которые есть в центральной нашей зоне. Но, к сожалению, наша наука против вирусных болезней не имеет никакого, ну, разработки кое-какие есть, но лабораторий нет. У нас нет вирусологической лаборатории, уважаемые коллеги. А это 1/5 часть Российской Федерации, где мигрирует 30 миллионов перелетных птиц. Вы прекрасно знаете, сейчас в Дальнем Востоке птичий грипп уже. А этот птичий грипп через, ну, уже перелетные птицы уже прилетели-то, селезни-то. Они сейчас массово прилетят в мае. А что будет, никто ничего не знает. С этими перелетными птицами и переносятся и вирусные болезни крупного рогатого скота, лошадей, свиней, ну, всех видов животных. У нас очень много диких животных, а никто, кроме нас, мониторингом инфекционных болезней, перелетных птиц и диких животных не занимается. Поэтому мы сейчас с моими коллегами, с моим директором Ильей Николаевичем, Соломоном Никитой Гавриловичем готовим проект по биологической безопасности. Ну, вы знаете, есть закон о биологической безопасности. А мы пока, Якутия, молчим. Почему молчим? Я просто удивляюсь. Вот этот проект мы подготовим, ну, в мае и представим нашей главе нашей республики. Потому что ждать дальше второй пандемии, как говорят ученые всего мира, вторая пандемия будет с крайнего севера Российской Федерации. Ну, а почему я уже вам ответил? Вы пример Украины. Чем занимается Украина? Чем занимается Грузия? Чем занимается Казахстан? Наш друг, кавычка уже, я так считаю. Ну, у них же биологическим оружием занимаются люди. А мы свои все свернули, свели на нет. Пример показали, ну, пытались показать пример. Вот такие проблемы могут быть.
Ну, проект очень хороший, да. Проект можно реализовать на ограниченном поголовье, как вы уже говорите, в 2 местах, и Мегане-Кангаласском. Мегане-Кангаласском это Чуя, наверное, пример, а все-таки, наверное, Павловск, в моем понятии. Чуя был уже один неудавшийся проект нашего министра бывшего, мы этого прекрасно знаем. А Павловск, наверное, можно реализовать. Павловск это вот то место, там, где были и герои социалистического труда, Самсонов, помните, наверное, который выращивал помидоры, огурцы, даже арбузы на открытом грунте. Все, там кормовую базу и решить можно, потому что там река Лена, водоснабжение, там очень много заброшенных пашен, которые можно, как уже Леонид Николаевич говорил, это можно восстановить. И вторая точка, это, конечно, очень правильно, это именно город Якутск. Молоко-то нужно городу. Раньше был молочный пояс, мы пытались организовать, но этого тоже не получилось у нас. Поэтому мы приветствуем и очень рады, что такая делегация с такой миссией к нам подошли и будем совместно реализовать. Спасибо. Вот это вот очень хорошо вы сказали, совместно. Да, совместно, обязательно совместно. Мы одни это не осилим. Ученые должны быть, и производственники должны быть, все вместе. Да, если есть проблемы, то решаем их все вместе. Хорошо. Дорогие гости, давайте вам слово предоставим. Арам Геннадьевич. Да, спасибо. Ваши впечатления первые. Микрофон. Знаете, мы фермы не смотрели. Если нужно, я включу, да? Нужно? Да. Или слышно? А попробуйте. Так лучше? Можно вот это? Мне кажется, он не подключен. Я могу громко. Да. Вы знаете, мы вчера посмотрели 2 завода, да, вот ДМК и городской завод. Не люблю таких жестких, скажем, комментариев, но, к сожалению, ни там перспектив не вижу, потому что ни первый, ни второй завод не предполагают возможности их развития в современные комплексы, тем более для детских продуктов, да, вот то, что мы с вами начинали обсуждать. Значит, поэтому, как бы вот такое, если краткое заключение по этому. Потенциал сумасшедший, абсолютно. Вот все, что сегодня мы увидели, то, что мы вчера разговаривали, и абсолютно согласны, что условия страны, условия региона очень крайние, да, они сложные. Здесь нужно понимать, мы сегодня были в институте мерзлоты Вишной, и мы понимаем, что у вас есть сумасшедший, например, потенциалы там абсолютно. То есть люди знают настолько глубоко все это. Просто, видимо, на каких-то элементах, какие-то моменты это все обрывается, и вот от науки до практики дело не доходит. Но в любом случае, так предварительно, когда мы сказали, что если проектировать новый завод, и все, там абсолютная готовность, там понимание, там знание, как это можно сделать. То есть вот если предварительно, очень предварительно, нам кажется, конечно, для переработки молока нужны 2 новых завода. Теперь основа основ отойти от того, что если это делать быстро, сейчас Петр Семенович опять скажет, что это нехорошо, но это факт, что придется работать предварительно. Сначала надо будет планировать, что переработку попадет сухое молоко. И только со временем, абсолютно согласен с коллегой, что в ближней перспективе есть вещи возможно сделать, а есть вещи, которые даже за очень большие деньги невозможно сделать. То есть в разрезе 3-4 лет выровнять ситуацию, мне тоже кажется крайне утопичной моделью. Поэтому я бы предложил так рассматривать производство, переработку, точнее, сухого молока, производство той ассортиментной линейки, которая здесь востребована. Мне пока сложно оценить ассортиментную линейку. Те вчерашние такие, крупинки общения, которые были, они
не дадут возможности сделать некие такие серьезные исследования, чтобы понимать, что на рынке востребовано, в каких количествах, ну и в какой, скажем, даже упаковке. Касательно, значит, производства так, по оборудованию проблем особых не вижу, по зданию, ну, так понимаю, что тоже особых проблем нету. То есть, если глобально будет такое политическое решение принято, то сделать такой проект можно за, я думаю, с момента начала до момента запуска, это год-полтора. В худшем случае 2, потому что современные реалии, они немножко сложные, мы даже не понимаем, какое оборудование иностранного производства мы сможем вовремя завести. А есть вещи, которые, конечно, лучше пока брать иностранного производства. Вот если глобально так, еще вот я не знаю, вы говорите 2 производства в районе Якутска и в одном из Улунов, я не знаю, как вы это вот посчитали, насколько это было посчитано по логистике сырьевой, по логистике товарной для конечного потребителя. Вот если нам дать побольше информации, чтобы мы тоже с вами где-то подключились в этот момент и дали бы тоже могли свои какие-то мнения, насколько тот или иной, ну, та или иная точка, она насколько оправдана и обоснована. Потому что есть логистика сырья и логистика товара. Вот они должны быть максимально ну, соответствовать, да, поставленным задачам. Последнее, что скажу, конечно, вот мы вчера смотрели лаборатории, все, ну, надо делать заново. Лаборатории качества, лаборатории вот приемки. Мне очень понравился ваш гормолзавод. Люди из очень старенького, ужасно, знаете, вот ну, сколько я тут сказал, 89 лет, да, завод? Он столько же, сколько, по-моему. Да, на 11 лет моложе сказал. Да, 89 лет завода. Но чистота, вот, видно, что люди с любовью относятся, люди понимают, что делают. Но лаборатории, ну, слабые, да, там нарушение потоков слева направо. Если делать по соответствии с современными требованиями, это будет принципиально иное решение. Так что глобальный институт готов подключаться, мы готовы свои все знания и возможности сюда привлечь. Мы обсудили возможные обучения вот сотрудников гормолзавода в том числе, и у нас на базе, и здесь, и в онлайне, и в офлайне. С удовольствием будем работать. Спасибо. Перспективу видим. Ну вот бизнес очень быстро реагирует. Якутский гормолзавод – это частная компания. Да. Приехали гости, увидели для себя возможности, сразу предложили. Сделали предложение. Ну вот молодцы, именно так и должно все на самом деле работать у нас. Да? Вот. Ну, Андрей Николаевич. Я попробую добавить чуть-чуть. Ну, наверное, все-таки глобальной задачей стоит, и она всегда стоит, это снабжение населения доброкачественной, хорошей продукцией. Как это достигается? Опять же, у нас есть 2 направления. Это первое, это социальная политика или политика вообще, то, что идет от региона, от государства. И вторая, это экономика. Здесь вот 2 вещи. С одной стороны, безусловно, для детского питания, для, наверное, определенных групп населения необходимо молоко и молоко хорошего качества. И это должно быть действительно свежее молоко. В настоящее время, насколько мы себе представляем, разговор идет о 2, 3, может быть, 5 тоннах молока на весь регион. Живого молока – это фактически ничто. Сколько нужно молока для учреждений детского питания, для домов престарелых, я не знаю, больниц, нужно, конечно, посчитать и здесь выходить на эту цифру 100%. Арам Генрich начал говорить про сухое молоко. Сразу не ругайтесь, а говорю, сухое молоко сухому молоку рознь. Есть сухое молоко, которое, как ее называют, молоко низкотемпературной обработки. Это молоко, которое идет во всех странах на производство тех же детских продуктов питания.
это молоко, безусловно, по себестоимости и по качеству несколько выше. Но если, опять же, переходить на себестоимость молока, которая вот сейчас получается, насколько я понимаю, это где-то 55, наверное, себестоимость, все равно это будет, наверное, на первом этапе гораздо лучше и выгоднее производить именно из такого молока хорошую, очень хорошую продукцию. Безусловно, в сухом молоке, наверное, как нигде, сейчас очень большая доля, ну, не буду говорить про фальсификацию, но во всяком случае буду говорить о том, что контроль качества нужен. И контроль качества нужна лаборатория, хорошая лаборатория, которая была бы правильно оснащена и которая могла бы контролировать то, что сюда поступает в республику. Это очень-очень важно. Теперь, ну, опять же, нужно говорить о том ассортименте, который нужен городу и, наверное, все-таки в основном и республике. Потому что, наверное, сейчас разговор шел на Гормолзаводе о производстве сыров. Я не знаю, насколько это актуально для вас. Все-таки сыры, они, помимо того, что требуют достаточно большого количества молока, там 11-12, может быть, литров на 1 килограмм нужно произвести, там еще получается достаточно большое количество сыворотки. Чтобы все это было увязано, нужно ее перерабатывать, это еще хвост дополнительный получается. Может быть, не стоит заниматься этим, а все-таки сыры привозить и, опять же, достаточно хорошего качества сюда. Это как бы вопрос. Мне кажется, сегодня вот вы начали говорить о том, что о кобыльем молоке. Кобыльему молоку это может быть та фишка, которая вот могла бы Якутию поднять на такой значительный уровень, потому что кобылье молоко, она в принципе практически всеми доказано, что это не то что лечебная, но во всяком случае профилактическая продукция, которая идет, опять же, очень хорошо, очень приближена к грудному молоку по белку, например. Там очень много сывороточных белков, которые требуются для кормления ребенка. Наверное, развитие кобыльего молока, вот это может быть очень-очень интересным направлением для вас. Вот это вот первые такие штрихи, которые я могу говорить, что мы увидели. Насчет заводов, ну, я поддерживаю Арам Генриховича, то, что завод детских продуктов достался, он сделан фирмой Продмаш, мы ее знаем достаточно хорошо, это и такие единичные были у них проекты, и выпускать на этом производстве детской продукции будет весьма и весьма сложно, если вообще возможно. Наверное, производить молоко стерилизованное там с 15, может быть, до 30 суток хранения, это вполне можно будет освоить, но надеяться, что на этом производстве будет детская продукция, я бы не стал. Ну, а все остальное, да, наверное. А что может быть, если не детская продукция? Это обычное стерилизованное молоко. Там есть линия стерилизации, ее нужно, по всей видимости, каким-то образом протестировать, потому что все оборудование российское, начиная от гомогенизаторов, сепараторы, по-моему, только импортные были. Не, Плава была. Там тетра была на упаковке. Да, ну и упаковочная тетра. А так Молмаш. Да, Молмаш. Да, и там и полумир было ультрафильтрационное, по-моему, стояло. Да, Лялинская установка. Ну, я думаю, что там те переделки с асептическим резервуаром, который стоит метров на 25, отстоит от фасовки, это тоже не... Это уже мелочи, которые технари, я думаю, что это сумеет. В общем, этот завод надо, да, наверное, как-то вот представить, что его надо
переориентировать, переформатировать. Но его надо даже частично порезать, поменять, потому что он может стать обычным заводом, хорошим обычным заводом для обычной ординарной продукции. Кисломолочку можно, если немножко добавить, то он и творог будет производить, и вот абсолютно закрывать все такие нишевые продукты. Но детская нет. Хорошо, спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. К сожалению, мы очень сильно ограничены во времени. Нам дают всего 5, наверное, можем добавить еще 5 минут, 10 минут. И я хочу попросить Артема Сергеевича сказать нам несколько слов. Людмила, я тогда действительно сконцентрируюсь коротко, потому что у нас еще будет большое обсуждение чуть позже. Наверное, сейчас вот просто самая такая вот буквально выжимка. Что касается переработки, она очень распылена сейчас. Переработка должна быть концентрирована. Я в голове пока прикидывал на пальцах, я прям прикидывал, что вам для того, чтобы обеспечить потребление на полке, нужно примерно завод на 120 тонн. 120 тонн молока переработки в сутки. Ассортимент, можно пообсуждать, посмотрим региональную специфику. Мы видим сейчас, что есть специфика, связанная с большим потреблением масла. 50% товарного молока идет на масло. Но оно производится как раз непосредственно в улусах, непосредственно в тех местах, где сконцентрированы фермы. И, наверное, эту историю нужно продолжать, может как-то ее поддержать, обучать, повышать качество и так далее. Но если говорить о том, что это на полке, и то, что вы доставляете, это 120 тонн. Скорее всего, ассортимент будет относительно стабильный. Это скорее всего, это должна быть либо какая-то действующая площадка, либо строить новый завод. Объем инвестиций, я примерно плюс-минус прикидывал, не буду сейчас озвучивать цифры, в общем, это не фантастический объем инвестиций. Что касается завода, который мы видим, Гормолзавод пока не видел. Что касается площадки, площадка очень хорошая с какой точки зрения. Там есть вся инженерная инфраструктура, там есть вода, там 500-метровая скважина. То есть с точки зрения инженерии завод отличный. Есть вопросы действительно по оборудованию, с коллегами абсолютно согласен. О чем бы я подумал? Я, опять же, прикидывал в голове, например, если запустить программу «Школьное молоко», обеспечивать всех школьников по 200 грамм молока на каждого ребенка, это примерно 20 тонн переработки в сутки. В принципе, чисто теоретически, мне кажется, не знаю, аргумент может меня поправить, но с моей точки зрения, по работе по школьному молоку, ультрастерилизованное молоко, длительных сроков хранения, в принципе, вполне можно там делать, и будет хороший завод, он будет полностью загружен, а дальше думать о том, что с этим делать. Программы, опять же, прикидывал в голове, там порядка 100-120 миллионов, 150 миллионов нужно на то, чтобы обеспечить всех школьников в год, школьников Якутии до 10 класса, до 11 класса, этим молоком 200 граммами. Поэтому, в принципе, этот завод, я бы об этом подумал так, при этом развивая площадку. Что касается ферм, очевидно, что на самом деле проекты будут пилотные, то есть рассчитывать на то, что мы в короткой перспективе обеспечим себя всем, наверное, не стоит. О чем я сейчас думаю? 2 площадки, на 2 берегах. У нас будет серьезно логистически. Если мы будем концентрировать переработку, у нас будет большая проблема с доставкой с того берега молока. По крайней мере, как минимум 2 раза в год, то есть, если я правильно понимаю, 4 месяца в году. И поэтому, опять же, если говорить о пилоте, о первой ферме, наверное, ее строить там, где у нас, скорее всего, в дальнейшем будет переработка. Размер фермы нужно смотреть. Мы еще подумаем, пообсуждаем. Есть разные точки зрения у коллег, хотя мое мнение базовое, что, вы знаете, в Скандинавии очень успешно занимаются молоком. Понятно, всегда есть специфика. Очень успешно занимаются молоком на достаточно крупных фермах. Там есть генетика, есть, условно говоря, породы, те же самые айрширы, например, и так далее. То есть, в принципе, работать можно. То есть, мне кажется, можно сделать успешную действительно ферму. Технологии есть, генетика, с моей точки зрения, есть. Проблема 2. Корма и люди. По кормам я действительно считаю, что на первом этапе очевидно, там нужно формировать нормально. Мы видели, чем кормят животных. Простите, их не очень кормят. Вернее, их, я бы сказал, что их вообще не кормят. То есть то, что эти животные дают, условно говоря, 1,5 тонны в год или 2,5, это, мне кажется, это скорее, это прям на морально-волевых. Это прямо, они доятся на морально-волевых. Издеваемся. То есть я считаю, что просто нужно нормально кормить, добавлять белковые корма, где-то премиксы, и вы, в принципе, будете получать результаты. 5-6 тонн, я считаю, это тот минимум, который можно будет давить на современных фермах при правильных рационах. Можно ли выращивать здесь корма? Честно говоря, я сильно сомневаюсь. Мы еще посмотрим, чуть повнимательнее опустимся, с коллегами, наверное, тоже пообщаемся. Но я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что нам удастся. То есть здесь нужно будет искать баланс. То есть либо мы производим молоко, либо мы развиваем растениеводство. Поэтому здесь такое, опять же, пока говорить о чем-то рано, здесь нужно посмотреть. Базово я бы брал, что мы корма будем завозить, но будем сделать хорошее качественное молоко, которое будем перерабатывать, и оно будет стоять у нас, в принципе, наше молоко на полках. Наверное, очень укрупненно пока так. Я прикидывал объем
объема инвестиций и так далее, но это не предмет сегодняшней дискуссии, поэтому вот базово, наверное, вот так. То есть первая концентрация, площадку, наверное, подшкольное молоко, пилотную ферму на этой стороне, по количеству по поголовью мы еще подумаем, как бы обсудим. Вот я вижу эту историю так. В принципе, чтобы обеспечить завод, нам нужно там вот 120 тонн, да, там в каком-то разумном радиусе, ну там поголовье там в перспективе, например, там 10 лет, да, там смотря поголовье 5-10 тысяч высокопродуктивных животных. Ну там с продуктивностью, например, 5-6 тонн. Вот, но это такая стратегическая цель. Понятно, что на первом этапе нужно запускать пилотный проект, но если говорить о развитии, вот, то на 8-10 лет вот этот кластер должен быть, наверное, сформирован. Вот такой вот видение. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ильяс. Спасибо за представление. На самом деле, я слушаю наших ученых, опытных и производителей, и с нашими коллегами общались. Впечатления очень хорошие остались, неожиданно, честно говоря. Технически реализовать цифровую ферму, даже органического производства, технических проблем я не видел. Мы до приезда сюда, мне удалось изучить некоторые научные, скажем так, работы, которые здесь проводились вашими институтами тоже в том числе. Здесь выращивалась кормовая база, и неплохие были результаты в прошлом. Но сейчас такой культуры не вижу, да, выращивания кормов. Здесь росла кукуруза, здесь растут овощные, здесь успевает расти даже амарант, растет здесь, да, который мы используем все-таки в кормах. И все-таки говорить, что невозможно будет здесь организовать кормовую базу, я пока бы не стал. Если есть технологии, позволяющие это делать, и они были, их надо просто использовать. У науки есть подсказки, как это сделать, а у техников есть инструменты, как они это будут. Есть финские технологии сохранения кормов. Мы все их знаем, мы, например, в своей ферме, в своей технологической схеме ее используем. Она дает возможность качественно сохранять корма до 2 лет. Это есть, это просто надо купить и привезти. Вот такую технологию наладить здесь производство. С точки зрения технического исполнения проблем не вижу. С точки зрения потребностей республики, естественно, это ваша инициатива, от вас, наверное, это будет исходить потребности, насколько это нужно. Технологии строительства и цифру мы в ферме используем только для того, чтобы добиться лучшей экономики и мониторинга, и контроля. Современные технологии это позволяет, надо это использовать. В Арктике люди живут, в Арктике люди строят, в Арктике люди получают молоко все равно, да, не кормля скотину. Можно получить, значит, откармливай хорошо, значит, получится хорошее молоко. Чем мы кормим, то и будем получать от коров. Какие породы, продуктивность, да, это важный, скажем так, момент, в котором мы хотим добиться, да, но это возможно. У вас есть теплица, которых нет во многих регионах с нашей страны. Если подойти к вопросу реализации, как вы подошли к теплице, это будет работать. Если найти такую команду, какая работает в теплице, да, это будет работать. Вот и все. Да, действительно, увидели проблему в кормах. Спасибо. Надо использовать ваш научный потенциал местный, да, и реализовывать его. Да. Спасибо, спасибо. Евгений Николаевич, вам на завершающее слово. К сожалению, мы время, закругляться. Да, конечно, мы хотим качественными продуктами питаться, потому что в условиях Якутии, в наших условиях, самое главное – это качество питания. Поэтому у нас все натуральное, и к завозному мы очень критично относимся к завозному. Тем более, если это же сухое молоко в составе что-то будет, то для нас это очень-очень-очень. Тем более на наших детях будет сказываться, и натуральную продукцию, особенно молочную и детскую, мы обязаны производить. Обязаны, и школьников для детей обязаны. Поэтому есть наука, и на науку надо деньги выделять. Есть у нас указ президента вышел, десятилетие науки
и технологии. Вот задача. Если мы не выполним это, не решим то, что мы сейчас запланировали, то грош нам всем цена. Так? Если мы это не хотим решить, а мы еще мечтаем там о Луне там, и так далее, если в Якутии не можем решить, вот задача для всех нас. Поэтому надо эту задачу решать, никому не отступать. Михаил Петрович сказал, на грабли не наступать, а надо решить перспективно эти вопросы взглядом на науку, на технологии, на знания. Да? Поэтому я всех еще раз поздравляю с тем, что вы приехали в канун юбилея нашей республики. Вы не пожалеете, а будете себя считать дважды счастливыми, что вы приехали в канун юбилея. И такую идею энергетическую для нашей республики решить в советское время решили советским подходом, административным, командным, партийным подходом, а сейчас рыночным. Поэтому здесь должен частник быть. Частник должен работать. Понимаете? Частник. Ну, государство может 50 плюс 1 акции или 40% акций. Ну, сколько-то. Чтобы как-то им управлять. Ну, чуть управлять. Как-то. Ну, не 51, конечно. А то снимет частника. Как он снимет частника? Нельзя частника снимать. Это его собственность. И даем деньги, ну, кредит надо дать малым процентом, потом этот процент, механизм можно простить что-то, оборудование простить или что-нибудь такое. Ну, точно научное направление, которое как первопроходец идет, простить надо. И тогда пойдет. Там зарплату учесть и так далее, субсидии запланировать. Тогда частник будет работать. Просто мы назад не должны отходить. Назад не должны отходить, а все время идти вперед. Тогда да. Всем успеха, удачи. Вы посетили самый древний институт сельского хозяйства, который... Вся история Якутии – это история аграрных отношений. Это селян, понимаете? Поэтому вот здесь все истоки нашего творчества, все, что произвели наша республика, наш народ, все это в этом здании научно обосновано в виде патентов, в виде сортов, в виде пород и в виде вакцины. Благодаря главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву, его распоряжением, его заданием, его поручением, наша республика стала биотехнологической республикой. На 45 миллионов заказ на вакцину сделан. От мыта лошадей, от сальмонеллезного аборта кобыл, который до 30% косит приплоды, и на пробиотики. Мы за то, чтобы Арктика без антибиотиков, на пробиотиках. И тут пробиотики тоже в молоке. Без антибиотиков все должно быть. Да? Поэтому самое время организовано это мероприятие, это как бы локомотив. Угу. Всем удачи, всем здоровья. Спасибо. И хорошие эмоции, хорошее настроение вам всем. Я вам не вернул. Спасибо. Ему уже поздно.